Машинок швейных звук не умолкает, и в пене белых кружев модистки утопают. Наверное, именно так Пушкин написал бы о швейном цехе оперного театра. К исходу января нужно сшить не 100 костюмов. 1 февраля начинается юбилейный 30-й Шаляпинский фестиваль. Мастера по пошиву костюмов и обуви сейчас работают в режиме нон-стоп. У них не было даже новогодних выходных. А что делать? Работа должна была начаться в сентябре, а началась только в декабре месяце. Манжеты, отвороты, стойка. Опера «Евгений Онегин» в постановке Михаила Панджавидзе – премьера фестиваля. Именно эта постановка не дает покоя театральным золотошвейкам. В новом спектакле артисты переодеваются трижды, и у каждого имеется наряд для размеренной сельской жизни в усадьбе Лариных и 2 бальных платья. Но не успев выступить в обновках, многим артистам пришлось перешивать кринолины фраки. Сказались сытные новогодние дни. Вот 9 дней они не работали, они сейчас приехали, господи, она одела брюки, и брюки разодрались на нем. Знаете как? На примерке сегодня побывал и сам Онегин. Баритон Андрей Григорьев влюбился в нашу столицу еще в прошлом году и был рад приехать на фестиваль, чтобы исполнить любимую роль. Я с удовольствием согласился принять участие в проекте. Я чувствовал и думал, что меня снова город Казань пригласит на фестиваль, потому что я в прошлом фестивале участвовал. Уже сейчас был на примерке, я посмотрел эскизы, довольно-таки очень замечательные костюмы. Я думаю, что они будут красочные, такие яркие. Над эскизами поработала казанский дизайнер Людмила Волкова, и под чутким руководством режиссера была сшита добрая половина нарядов. Осталось совсем чуть-чуть прострочить 40 костюмов. Я целыми днями крою, обмеляю, потом примерки делаю, потом останавливаю, потом подрезаю. Казанцы и гости столицы за время фестиваля увидят 12 спектаклей. На сцене выступят около 60 лучших исполнителей России и зарубежья. По словам администраторов, сейчас аншлаги возле касс театра. Ценители искусства уже раскупили почти все входные билеты. Юлия Силантьева, Александр Лобанов. Столица.